Литературовед, толстовед Марина Щербакова и писатель Сергей Щербаков выступили в Абхазском институте гуманитарных исследований. Они рассказали о литературных взаимосвязях Абхазии и России, о современных литературных тенденциях, о православной традиции в сегодняшней русской литературе. А начала свою речь профессор Щербакова с событий 20-летней давности, произошедших в этих же стенах. Когда Институт мировой литературы снарядил делегацию на конференцию, первую в поддержку Абхазской академии наук после десятилетия Победы. Вот, и мы приехали в этот зал, и я сразу не сообразила, не сориентировалась, а когда села, я поняла, что вот там мы сидели, здесь сидели уважаемые наши старшие коллеги, учителя. Были тогда и из Адыгеи большая делегация была. Марина Щербакова призывает к сотрудничеству абхазских коллег. Она считает, что поле для деятельности по теме абхазо-российских литературных взаимосвязей довольно широко. И еще много работы предстоит проделать, чтобы найти еще больше связующих нитей. Наши двери всегда открыты. И опыт подготовки этих томов показывает, что гармония над нами. Какой бы материал, большой или маленький, лингвистический или литературоведческий, или исторический, вы бы не прислали, он как-то настолько гармонично ложится в этот венок российско-абхазских отношений, культурных, литературных, что просто как будто бы он там и находился. Станислав Лакоба много работал с архивами. По его словам, хоть и была проделана огромная работа, но еще существуют мифы, которые предстоит развенчать. И о периоде XIX века, и о начале XX. Некоторые факты были установлены благодаря кропотливому труду и внимательному анализу информации еще в советские годы. Очень многие, скажем, писатели общались с Нестором Лакоба. Русские писатели приезжали сюда. Очень много есть воспоминаний. Тот же Осип Мандельштам, он, в общем-то, на его смерть написал потом и стихотворение. И, кстати, тоже очень интересно, потому что во всех изданиях всегда отмечалось, что пою, когда гортань сыра, душа суха, по первой фразе, по первой строчке. И никогда не говорилось, что на самом деле это связано с Абхазией. Грузинские исследователи, литературоведы писали, что это о Грузии, о Колхиде и так далее. А потом выясняется, я был один из тех последних людей, кто вообще говорил с Надеждой Мандельштам. Буквально через 2-3 дня она умерла по телефону. В ходе круглого стола писатель Сергей Щербаков рассказал о современных литературных традициях и о влиянии православия на литературу сегодня. По его словам, вера так обогатила его, что ему больше не приходится придумывать. Фантазер по своей сути стал летописцем, так он говорит о себе. Жизнь вдруг стала такая богатая, когда я крестился, что придумывать не стало нужды. Вот просто я не говорил себе, я не буду придумывать. А вот так вышло. Прошло много лет, и я понял, что я ничего не придумываю. То есть и пишу такой непридуманный роман о жизни русского человека, в основном себя и моих близких, который родился в середине XX века. Коллегам он написал новый философский литературный прием «Закольцевание Божье» и зачитал отрывок из своего произведения, которое, по его мнению, ярко описывает события настоящего времени. Поясню, «Закольцевание Божье» – это я, сам, открыл. Это такой философский художественный метод, что ли. Это из земли мы созданы, в землю мы уходим. Вот оно закольцевание. А я проследил эта вещь, у меня как раз называется, с которой я вам читаю, закольцевание. Я проследил закольцевания, которые были в моей жизни и в жизни нашей страны, скажем так, нашего народа. Поэтому я сказать, чтобы вам было понятно. С кем жизнь начинаешь, тем повзрослев и вернешься. И на Украине мы воюем за то, чтобы люди остались людьми, а не трансгендерами, не ЛГБТшниками содомскими. Завершился круглый стол вручением подарков. Сергею Щербакову вручили монету с изображением Дранского храма, Марине Щербаковой с портретом Дермита Гулия, а также указ президента о присвоении звания почетного деятеля науки Республики Абхазия. Марианна Котова, Сасрык Вагухава, Абаза ТВ.